К вопросу этногенеза авар по данным археологических источников. Гипотезы по поводу этногенеза авар появляются в научной среде еще в XVIII веке в результате активной дискуссии в отечественной и зарубежной, преимущественно венгерской и немецкой, историографии конца XIX-XX веков оформляются две теории азиатского происхождения аварского этноса из Азии, разногласия касаются лишь конкретизации точного района. Доказательства обеих опираются на археологические данные. Центральноазиатская гипотеза происхождения авар. Ее приверженцы Амброс, Кызласов, Балент и ряд других исследователей придерживаются мнения, что корни центральноазиатского происхождения авар можно проследить в определенном типе погребального обряда первой волны аварского переселения. В качестве главного аргумента они приводили факт расположения в отдельной могиле сожженной упряжи с удлиненными стременами. По мнению Кардини, железные стремена являются дальневосточным изобретением и были занесены в Европу именно аварами. В пользу данной гипотезы свидетельствует картография находок поясной гарнитуры с многочисленными бляшками мечей с S-образными скобами, ареал распространения которых прослеживается от Карпатского бассейна до Средней Азии. Среднеазиатская гипотеза этногенеза авар является преобладающей, имеющей более полную доказательную базу, основанную как на письменных источниках, так и на археологических данных Гумилева и Эрделия. Однако, по мнению венгерского археолога Ч. Балинта, в свете археологических исследований последних десятилетий обе теории начинают вызывать некоторые вопросы при интерпретации фактического материала и их методологической оценке. Исследователь обращает внимание на то, что среднеазиатские и сибирские находки датируются не раньше, чем их аварские аналоги в Карпатском бассейне, следовательно, они не могут быть использованы как исторический факт азиатского происхождения авар, хотя последнее считается бесспорным.